В эфире новости, в студии Кристина Якупова. Здравствуйте. России запретили использовать песню «Катюша» вместо государственного гимна на Олимпийских играх. В республике отметили 5-летие войск Национальной гвардии. Волонтеры из Якутии примут участие в международной поисковой экспедиции Ржев-Калининский фронт. Спортивный арбитражный суд запретил России использовать песню «Катюша» на Олимпиадах в Токио и Пекине. Как отмечается, комиссия пришла к выводу, что любой гимн, связанный с Россией, не должен официально исполняться или петься на каком-либо официальном мероприятии. В России «Катюша» считается патриотической песней, в которой содержится призыв к солдатам защищать Родину. Напомню, спортивный арбитражный суд 17 декабря прошлого года опубликовал решение по спору между ВАДА и РУСАДА. Срок наказания сокращен в 2 раза по сравнению с изначально желаемым ВАДА. Согласно решению суда, российские спортсмены не смогут выступать на крупных международных соревнованиях под национальным флагом до 16 декабря 2022 года. Школа номер 1 города Якутска переедет в здание торгово-экономического колледжа потребительской кооперации. Старое здание учебного заведения на проспекте Ленина не отвечает обязательным требованиям безопасности. После целого ряда соответствующих проверок разными инстанциями вывод один: в здании опасно находиться. А это значит, 600 учащихся школы должны заниматься в другом месте. Глава республики Айсан Николаев осмотрел сегодня здание колледжа, а также побывал в самой школе номер 1. Подробности визита в материале Ульяны Шагиной. Четырехэтажное здание бывшего Якутского торгово-экономического колледжа потребительской кооперации сегодня пустует. Глава республики Айсан Николаев после осмотра здания поручил правительству в кратчайшие сроки решить все вопросы по выкупу здания, принадлежащего обществу «Халбос», а также провести здесь капитальный ремонт. Я считаю, что в течение лета, если работа будет проведена, то 1 сентября уже учебный процесс может быть там открыт для школы. По техническим характеристикам здание колледжа может отвечать всем требованиям. Здесь просторные классы, широкие коридоры, а для родителей это наиболее оптимальный вариант для переезда. Там 4 этажа, там больше 20 классов, актовый зал, спортзал. То есть я думаю, что это нас очень устроит, детей устроит. С переездом расширятся и квадраты, так что здесь решается не только проблема со старым зданием, но и с трехсменным режимом обучения, в котором сегодня вынуждены находиться дети. Мы готовы на этом месте открыть начальную школу, чтобы обеспечить все прикрепленные дома центрального округа. Это около 40 домов. Между тем обновят и старое здание. Скорее всего, в будущем здесь разместят начальные классы. Но вот в каком здании, в отремонтированном или же все-таки в снесенном и на его месте построенном новом, глава республики поручил решить вопрос в течение месяца. Правительство должно сейчас вопрос рассмотреть и в течение месяца с городскими властями определиться и мне уже внести на утверждение. И считаю, что этот проект надо реализовать в ближайшие годы с тем, чтобы здесь у нас на проспекте было хорошее современное здание, красивое здание, отвечающее всем требованиям, которые предъявляются к школам на сегодняшний день. Уверен, что все у нас получится. Кроме того, принципиальным станет вопрос сохранения архитектурного облика старого здания школы. Построенная в 1939 году в духе сталинского ампира, школа должна остаться таковой, при этом отвечая всем самым современным образовательным стандартам. В ноябре школа отметит столетний юбилей, и, конечно же, и учителя, и школьники, и родители все надеются, что долгожданный праздник они отметят уже в новом здании. Мы и дальше продолжаем следить за судьбой школы номер 1. Ульяна Шагина, Георгий Григорьев, Якутск. 5 лет со дня создания войск Национальной гвардии России, 210-летия войск правопорядка отметили в столице региона. На сегодня Федеральная служба войск Нацгвардии по Якутии полностью сформирована. Личный состав территориального органа в полном объеме выполняет поставленные задачи. Сотрудники ОМОН и СОБР обеспечивают безопасность при проведении всех массовых мероприятий и сопровождают спецоперации правоохранительных органов, проводимых на территории республики. Пятилетний период очень много сделано в плане становления структуры как таковой, организация взаимодействия со всеми органами исполнительной власти. Создано управление по республике Саха-Якутия, где на сегодняшний день все задачи поставлены перед
президентом Российской Федерации перед Росгвардией решаются в полном объеме. Но на сегодняшний день у нас очень большая укомплектованность. В принципе, по якутскому гарнизону у нас практически нет вакансий. Есть кандидаты, но не все кандидаты проходят отбор, так как там требования и по здоровью, и морально-психологическое состояние граждан. Но мы работаем над этим. Вот видите, у нас созданы классы подшефные, где они уже потенциальные, как говорится, сотрудники, военнослужащие войск Национальной гвардии. 42 новых случая коронавируса выявили за сутки в Якутии. Так, в Якутске 28 случаев. 4 заболевших зарегистрировали в Мирнинском районе, 3 в Усть-Алданском, 2 в Неренгринском районе. По одному пациенту с коронавирусом обнаружили в Алданском, Вилюйском, Ленском, Сунтарском и Чурапчинском районах. Между тем, количество получивших вакцину от коронавируса за сутки достигло 2000 человек. Первый этап процедуры прошли 55 093 якутянина, второй – 31 797 человек. Всего в республику поступило 56 412 доз вакцины, 98,5% которой уже использовано. Тем временем первая партия вакцины «Спутник Лайт» доставлена в Южно-Сахалинск регулярным рейсом из Москвы в багажном отделении. 150 доз препарата доставили в областную больницу. Будут прививать всех желающих старше 18 лет, кроме беременных и кормящих женщин, и после проведения необходимых анализов. «Спутник Лайт» – это облегченный вариант препарата «Спутник Ви» и требует однократного введения. Массовая вакцинация жителей региона от COVID-19 проводится с конца декабря прошлого года, однако «Спутник Лайт» только вводится в оборот. 13 фельдшерско-акушерских пунктов и 3 врачебные амбулатории введено в Якутии в прошлом году благодаря национальному проекту здравоохранения. Учреждения открылись в труднодоступных населенных пунктах в селе Баханай Жиганского района, в селе Урицкое Алекминского района, в селе Охотский Перевоз Тампонского и селе Юкагир Усть-Янского районов. Также в рамках нацпроекта в течение года дополнительно к вылетам, осуществляемым за счет собственных средств бюджета республики, выполнено 287 санитарных вылетов, эвакуировано 413 пациентов. В селе Майя Мегинокангаласского улуса введена вертолетная площадка, до которой от центральной районной больницы автомобиль скорой помощи доезжает за 15 минут. К другим темам. В России дали старт масштабной международной поисковой экспедиции «Ржев. Калининский фронт». Ежегодно сотни молодых людей приезжают в Тверскую область на поля сражений Великой Отечественной войны и восстанавливают память о бойцах, которые погибли там десятки лет назад. В этом году присоединиться к поисковым отрядам под Ржевом смогут и ребята из Якутии. Подробности в материале Максима Кардозу. Этот величественный монумент советскому солдату под Ржевом открыли только в прошлом году. Но он сразу стал символом тех кровопролитных сражений, которые шли здесь в 1942-1943 годах во время Великой Отечественной войны. Потери в Ржевско-Вяземских операции, Ржевской битвы, они были очень велики с нашей стороны. Общие потери более 1 300 000 человек. Из них 430 000 человек – это погибшие, умершие от ран, пропавшие без вести. То есть те люди, которых до сих пор поисковики поднимают буквально под самым дерном. Традиционно в апреле, вот уже в 6-й раз, здесь откроется вахта памяти. Волонтеры будут вести поиски останков бойцов и военных артефактов. Всего в этом году планируется принять около 2000 человек от 18 лет. Заявки на участие каждый желающий уже может подать на сайте Российского военно-исторического общества. Только в прошлом году было поднято 704 красноармейца и установлено 12 имен. А за все время реализации экспедиции с 2016 года было поднято более 2000 солдат и офицеров. Было найдено 193 личных медальона, установлены 107 военнослужащих и найдены родственники 25 солдат. В прошлом году нескольким волонтерам из Якутии тоже удалось принять участие в поисках под Ржевом. Для меня лично это была большая школа мужества. Принять реальное участие в раскопках бойцов Великой Отечественной войны, побывать в тех местах, в которых бойцы принимали участие, и своими глазами, а не через книжку, уже это все прочувствовать на самом деле, насколько было там тяжело и какие были условия.
В этот раз приехать в Тверскую область может уже гораздо больше якутян. В военно-патриотическом лагере для поисковиков имени Федора Охлопкова, который с прошлого года заработал под Ржевом, в одну из смен должен попасть дальневосточный отряд. Он будет сформирован из студентов дальневосточных вузов. Поездка, проживание, питание для волонтеров будут бесплатными. Ребята примут участие в вахте памяти, посмотрят несколько образовательных треков. Вместе с Росмолодежью мы готовим, посмотрят, каким образом организована поисковая деятельность в Тверской области, в Новгородской области, Московской области, обменяются опытом. Подать заявку в дальневосточный отряд может любой желающий, а потом уже комиссия определит окончательный состав. Это будут 50 счастливчиков из разных регионов самого большого федерального округа. Максим Кардузу, Джур Березкин, Москва. Почти все хозяйки встречают Масленицу со сковородкой в руках. Без главного угощения блинов никак не обойтись, считает корреспондент Алмазного края Марина Крутихина. Она поинтересовалась рецептами лакомства у горожан и приготовила блины вместе с режиссером городского управления культуры. Блинчики, блины, крепы. Каких только названий и рецептов нет у этого мучного изделия. У хозяйки есть целая неделя в году, чтобы фантазировать не только с тестом, но и с начинкой. У каждой есть свой рецепт. Очень красивые, воздушные такие. Но у меня, я не знаю, секрет или нет, я завариваю, когда муку горячей водой. Разного вида блины, и дрожжевые, и с творогом. Со всеми вкусностями, всем рекомендую. Как обычно, молоко, яйца, сахар, ванилька. Наши фирменные блины с медом, с вареньем, с вишневым желательно. До конца масленичной недели осталось 3 дня. Сегодня пятница, а значит тещины вечерки. Наталья Гаврилова 6 лет организует массовые городские гуляния. Знает обо всех традициях праздника. Мы попросили ее помочь нам на кухне. Зять приглашает тещу свою к себе в гости, причем она уже заранее, заблаговременно приносит ему все продукты. И все в этот день они готовят для тещи блины. Теща просто приходит в гости только после того, как ее зазовут ребятишки. Блины решили приготовить потолще. Сытное лакомство нужно готовить на кефире. Кроме него понадобятся яйца, мука, вода, сода, сахар, соль, масло растительное и сливочное для смазывания. Тщательно перемешиваем тесто, чтобы не осталось никаких комочков. И затем выливаем по одной поварешке на раскаленную блинницу. Обжариваем с каждой стороны до румянца. И наши блинчики готовы. Блинов получилось 20 штук. Теща будет довольна. Если блин получился комом, не расстраивайтесь. Ситуацию можно спасти украшением – ягодами, вареньем или сахарной пудрой. Ну что, снимаем пробу, что же мы сегодня наготовили. Обязательно варенье. Рецепт удался. Блины некоторые считают не просто десертом, полноценным блюдом. Тесто замешивают с добавлением шпинатов или сыра. Для начинки используют сырую рыбу, фарш, паштет. А для тех, кто боится за масленичную неделю поправиться, есть рецепты ПП блинов на рисовой муке. Приятного аппетита! Марина Крутихина, Олег Соснин, телеканал «Алмазный край». На этом у меня вся информация. Еще больше новостей на наших официальных сайтах yak24.ru и nvk-online.ru. Берегите себя, носите маски.